Вершина Эвереста хранит на себе сотни флагов представителей разных стран, которым удалось покорить гору. В этой точке линия горизонта имеет округлую форму, а не привычную нам прямую. Кусок этой породы выглядит, будто он совсем не с этой планеты. И так оно и есть. Возраст метеорита Фукан, найденного на территории Китая, по оценкам ученых, составляет более 4 миллиардов лет. Самый настоящий космический шаттл, пролетающий над жилыми кварталами в сопровождении истребителей. Привет, с вами канал Фактория. Большой гриб, который вырос на шляпке еще более здорового гриба. У человека, который нашел эту парочку, был явно крайне удачный денек. Думаю, все водители в этот момент пребывали в небольшом шоке, ведь рядом с ними на дороге ехал самый настоящий истребитель, правда без крыльев, который спокойно следовал по своему маршруту. Зимой можно встретить чудесные узоры на различных поверхностях, но такую неповторимую красоту на капоте автомобиля мало кто видел. Стекло в оконной раме сгоревшего здания, которое сначала расплавилось от высокой температуры, а затем снова затвердело, приобретая необычную форму. В деревья частенько попадают молнии во время грозы, это всем известно. Но вот такое случается далеко не каждый раз. От удара молнии дерево сбросило всю свою кору. Американская семья решила порыбачить в озере, которое находится неподалеку от их дома. Каково же было их удивление, когда посередине огромного озера они увидели тонущую рысь. Едешь себе спокойно по своим делам, а затем понимаешь, что на прицепе фуры, идущей впереди тебя, напечатана фотография, которая стоит на заставке твоего смартфона. Мужчина во время отдыха нашел часть австралийской пластиковой карты, когда отдыхал в гостинице Греции. Первые 6 цифр, имя и срок действия по собственной банковской картой. Шведский фотограф хотел заснять северное сияние, но в этот момент мимо пролетала комета. Теперь в его коллекции есть фото, которое никогда никто не сможет повторить. Эта фотография демонстрирует не просто рыбацкую удачу. Мужчина выловил собственный кошелек, который выбросил в это самое озеро целых 20 лет назад. Мои друзья познакомились неделю назад. У них оказался общий интерес – это игра на гитаре. И знаете что? Их музыкальные инструменты были выпущены один за другим. Многие путешественники, скучая во время перелета, просто наблюдают за происходящим в иллюминатор. Но только пассажирам этого самолета посчастливилось увидеть квадратное облако. Это единственный человек в мире, которому попался старый волшебник в пачке мармеладных медведей Харибо. Полицейская пуля попала точно в дуло пистолета преступника, тем самым обезоружив его. Такой меткости можно только позавидовать. Жителей этого дома ждало одно из самых милых зрелищ в их жизни. Между оконными рамами у них поселились маленькие бельчата. У вас когда-нибудь была мечта найти старинное послание в бутылке во время отдыха на море? Мужчина нашел это письмо на острове Флориана на Галапагосских островах. В этой семье родилось 3 щенят, причем на спине каждого из них разное количество пятен. Наверное, им и дали соответствующие клички – 1, 2 и 3. Бабочка открытая для знакомств. Заметив на буклете изображение своих собратьев, приземлилась, чтобы лучше их разглядеть. Кстати, остановилась она ровно на своей фотографии. Муха-неудачница не рассчитала траекторию своего полета, что стоило ей жизни. Кактусы все-таки бывают грозными хищниками, с которыми лучше не шутить. Эти пули нашли на месте сражения битвы при Галлиполи во времена Первой мировой войны. Таким образом, возможно, один стрелок защитил своего товарища от выстрела противника. Сколько радуг вам удавалось застать одновременно? 2, 3? А вот автору этой фотографии посчастливилось увидеть сразу 4 радуги, которые находились в одном месте. Путешественники решили разбить лагерь на опушке леса. И знаете, кто решил заглянуть к ним в гости? Олень-альбинос. Взгляните, у него даже нос розовый. Вероятность встретить такое животное случайно практически равна нулю.
20 лет назад я был на воздушном шоу, и, сделав фотографию в одном из вертолетов, я понял, что хочу быть пилотом. Вы не поверите, но недавно мне удалось полетать именно на том самом вертолете. Отец моего друга поймал голубого омара. Шансы поймать такого составляют 1 к 2 миллионам. Такому улову позавидует даже настоящий профессионал с многолетним стажем. Во время ночной грозы парень решил сделать фотографию и попал именно в тот момент, когда сверкнула молния. В этот миг она успела осветить лишь половину снимка. Парень выиграл в одной и той же лотерее 2 раза с разницей в 1 год. А ведь некоторые всю жизнь пытаются хотя бы раз сорвать большой куш в этих лотереях. Скорее всего, это единственные ребята в мире, которые решили устроить барбекю на движущейся субмарине в открытом океане. Чернокожий полицейский оказывает помощь получившему солнечный удар активисту Ку-клукс-клана. Вот что значит нести службу, невзирая на собственные интересы. Деноминация в Польше в 1995 году. Люди несли купюромешками, обменивая 1 новый златый на 10 тысяч старых. И Робин Гуд существует в нашей реальности. Это не просто выдуманный литературный персонаж. Данная фотография тому доказательство. Определенно, эта ситуация не случайна. Как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Даже автобусы это знают. На срезе дерева со временем образовался миниатюрный рисунок другого дерева. Лесорубы были так удивлены этому, что не могли не сделать фото на память. Еще одно зимнее произведение, образованное инеем. На окне чьего-то дома появился силуэт множества кружащихся синичек. Вам когда-нибудь хотелось найти начало радуги? Кому-то это удалось сделать. И, по всей видимости, это самое начало находится в Норвегии. Так, теперь хочется узнать, в какой стране она заканчивается. Слева лазурь чистого неба, а справа пелена штормовых туч, покрывающих мраком поселение. А посередине отчетливо видна граница между светом и тьмой. Очередное дерево, пострадавшее от попадания молнии. Но удивительным является тот факт, что оно начало гореть изнутри, создав фантастическое зрелище. Хоть это облако и приняло форму безобидной елочки, но несет оно проливной дождь, который буквально обрушился стеной. Моллюск поймал в капкан маленького крабика, но успел переварить его лишь наполовину, после чего его самого выловили, а затем подали в ресторане одному из посетителей. Похоже, кто-то случайно задел на своем автомобиле супергеройский велосипед. Другого объяснения у меня нет тому факту, что на велосипеде ни одной царапины, в то время как авто получило приличную вмятину. В городе недавно прошел крупный град. Один кусок льда попал в люк автомобиля, а после чего растаял. Люк, между прочим, оказался довольно прочным. В этой семье родились близняшки с разным цветом кожи. Ученые говорят, что вероятность появления таких близнецов 1 к миллиону. Этой фотографией поделился один парень со своими подписчиками. Такую необычную бутылку Кока-Колы он нашел в доме у дедушки. Подобные бутылочки можно было видеть только на ярмарках в 70-е годы, а сейчас парень, скорее всего, единственный обладатель такой колы. Увидеть прохождение Венеры по диску Солнца можно только раз в 100 лет, то есть, скорее всего, никому не удастся увидеть это явление более 1 раза. Ничего необычного, просто мужчина везет на деревянной телеге посреди городской дороги самую настоящую боеголовку. Рыбалка – хобби, которым увлекается множество мужчин со всей планеты. Но только этому посчастливилось выловить из океана полностью прозрачную рыбу. Девушка случайно наткнулась на этого фиолетового кузнечика в своем саду. Позже в интернете ей объяснили, что такая редчайшая мутация может появиться при повышенном выделении красного пигмента. Морская звезда решила присесть отдохнуть на окошко с видом в океан. К такому точно никто не был готов, поэтому такое зрелище даже решили сфотографировать снаружи.
Я взял мою дочь на ее первый рок-концерт, и группа пригласила ее на сцену для финального салюта и подарила ей электрогитару. В это сложно поверить, но это действительно идеальный врачебный почерк. Оказывается, он все-таки существует, или же врач специально занимался каллиграфией, чтобы нарушить стереотип. Мужчина случайно попал на фотографию своей будущей жены еще задолго до того, как они познакомились. Об этом они узнали только спустя несколько лет после свадьбы. Макросъемка – это действительно то, чему удивляешься каждый раз. Перед вами маленькая улитка, которая пьет каплю воды. Мужчина решил поучаствовать в марафоне, где ему выдали номер, который уже был на его повседневной футболке. Но это еще не все. Время окончания его забега тоже совпало с этим числом. Маленькая птичка присела на страницу со своим изображением. Видимо, ей захотелось взглянуть, что же там про нее пишет человек. Случай из разряда «так и было запланировано». Теперь этот игрок в дартс будет всем показывать снимок и хвастаться своей меткостью. Вот что означает идеально вписаться в пейзаж. Думаю, фотографу еще пришлось выждать подходящий момент, чтобы горные вершины в реальности идеально совпали с изображением. Любительница стрекоз явно была в восторге от того, что насекомое решило отдохнуть именно на этой ноге. Теперь у нее есть совершенно уникальный снимок. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.